Ну что ж, добрый день всем. Я вас всех приветствую. Меня зовут Толот Русналиев. Это замечательная передача, называется Мукбанг. Очень интересный человек предложил поучаствовать в этом. Это мой близкий друг, мой брат Максат Танаев. Вот. Сегодня, как вы видите, у нас здесь очень такое интересное, необычное блюдо. Называется рисовые клёцки, да? Или клёцки по-рисовому. Так что пожелайте мне хорошего аппетита, чтобы я все это съел. И, кстати, вот очень дельный был совет от Максата Танаева. Я его услышал пару лет назад и практикую его практически, стараюсь практиковать. Перед тем, как вы собираетесь покушать, за минут 10-15 желательно выпить стакан воды. Тем самым у вас начнет работать ваш кишечник. Да, не из любителей есть на виду у людей, но, надеюсь, это пробудит у вас тоже хороший аппетит. Какой интересный вкус, а? Интересное сочетание. Я думаю, любителей изысканной кухни обязательно надо посетить данное заведение и попробовать это блюдо. Называется токпоки. Только вот меня терзают смутные сомнения по поводу того, смогу ли я все это съесть. Довольно-таки блюдо острое. Острое и в тот же момент сладкое. Остро-сладкое. Давайте его разбавим с нашим любимым кимчи. Все, кто желает попробовать это блюдо, вы можете его заказать в ресторане Гагнам. Рисовые клёцки. Прикольно, слушайте. Необычно. Что у нас еще тут есть? Единственное, тот, кто не может есть острые, ему такой совет: запастись побольше водой, чтобы запивать. Я так и сделал, кстати. Хотя сам люблю острые. Ну что ж, поехали дальше. По условиям я должен съесть вот эту большую вот эту тарелку. Видите? Я не знаю, она, как по мне, она рассчитана порядка на, не знаю, как минимум на 3-4. По поводу вкуса хочу сказать, что интересное сочетание. Здесь овощи. Как я сказал, блюдо сладко-острое, остро-сладкое, горько-сладкое, как хотите называйте, но очень вкусно. На самом деле, это преимущество восточной такой кухни в том, что одновременно вы можете чувствовать и острый вкус, и сладкий. Довольно-таки интересно. Кстати, железными палочками я научился давно пользоваться. Не железными, а вообще палочками. Здесь у нас есть на любителя. Есть деревянные палочки, есть железные палочки. Но если вы умеете хорошо пользоваться палочками, то вам разницы нету, деревянные они или железные. Так. Настоящий кыргыз скажет, где мясо. Но за счет того, что такой интересный, неожиданный вкус, потому что по виду смотришь, и не знаешь, что тебя ожидает. Так что советую всем попробовать, ребята. Оказывается, в корейской кухне не только рамен вкусный, но и замечательное блюдо, которое называется токпоки. Сейчас все общество, все люди сидят в социальных сетях. Сейчас меньше на улице бегают, больше в телефоне зависают. Вот. И, оказывается, появилось такое направление, и оно действительно интересно людям, когда люди в прямом эфире что-то кушают.
И вот это мой первый опыт поедания блюда в прямом эфире. Сам вообще изначально был не сторонник выкладывать или тем более есть в прямом эфире, но благодаря замечательной передаче мы кушаем. Пока что неизвестно, кушаем бесплатно или за свой счет. А самое прикольное то, что с тобой в комнате находятся два человека, и они просто молчат. Тебе приходится что-то говорить, они тебя слушают. А я человек, как человек творческий, привык к обратной связи, привык к общению. В одиночестве обычно человек молчит. Угу. Комментировать такое блюдо, не знаю, очень вкусно. Слюни пускают. А вы не пускайте слюни. Вы присоединяйтесь к нам, приезжайте. Здесь вкусное блюдо. Недавно была передача, кстати, сам стал свидетелем, увидел по инстаграму. Наш друг Бахт Байсариев ел рамен. А рамен — это одно из моих любимых блюд. Я тоже надеялся, что сегодня буду есть рамен. Но мои ожидания не то чтобы оправдались, они превзошли. Рамен я ел, буду есть, а вот это блюдо я впервые пробую. Оно для меня в новинку. И скажу так, ребят, на компанию, если вы пришли, там вас человек там 5, 6, 4, 3, закажите это блюдо. Ну, любителям мяса, конечно, еще отдельно мясо надо заказать. По поводу палочек, как раз возвращаясь к этому вопросу. Палочки я убираю в стороночку. Возьму-ка я деревянные. На самом деле деревянными, оказывается, удобнее пользоваться, потому что железные они скользят. Привет всем тем, кто только что присоединился. Мы находимся в прямом эфире не только в Инстаграм, но и снимаем передачу. Называется Мокбанк. 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 Поедание еды в прямом эфире. Вот такое интересное блюдо. Рисовые клетки. Тут в основном овощи. Много овощей. Соус. Соус отменный. Всем тем, кому хочется попробовать, обязательно надо приехать и заказать. Блюдо называется токпоки. Не забудьте. Да. В один присест это все сложно съесть. Кстати, я думал, она не включена. Это блюдо никогда не остынет, потому что оно у вас здесь греется снизу. Ох. Для передачи по поеданию пригласили человека, который по своей сути мало ест. Мало, но часто. Да-да-да, токпоки. Я не знаю по поводу оригинала этого блюда, как вы пишете, но мне кажется, это и есть самый настоящий оригинал. Потому что мы с вами находимся в корейском ресторане Gangnam. И действительно, где может быть оригинал, если не в самом корейском ресторане, правильно? Если бы это вы готовили бы у себя дома, то тогда можно было сказать, похоже или не похоже. Ну, как человеку, который только что познакомился с этой кухней,
с этим блюдом. Могу сказать, что блюдо очень аппетитное, очень вкусное. И в процессе того, пока вы едите, у вас аппетит раскрывается. Так. По поводу соуса, сейчас попробую его так зачерпнуть. Очень редко участвую в кулинарных передачах. Не всегда приходится самому готовить. Но такой вкус, я не знаю, как его заполучить, не всегда бывает. Со мной в прямой эфир вышел человек, которого я знаю очень много лет. Зовут его Стас. Он младший брат моего близкого друга Влада. И он находится сейчас в Корее и говорит, что вот это блюдо на каждом углу продают. На каждом углу, представляете? Значит, это блюдо одно из самых популярных в Корее. Рисовые клёцки. Я не знаю, как на корейском называется. Правильно? Или неправильно? Так вот, друзья, я чувствую, что это блюдо можно, в принципе, одному осилить, если у вас хороший аппетит, если у вас отличное настроение. Если оно у вас плохое, то это блюдо, оно поднимет вам это настроение. К нам присоединились соленые орешки, Soul Peanuts. Это замечательный джаз-бенд, лучший в Центральной Азии. Я с ними 5 лет посчастливилось поработать. Приветствую всех вас, ребят. Ребят, пишите, кто пробовал это блюдо и какие у вас впечатления, ассоциации с этим блюдом. Для тех, кто не знаком с корейской кухней, это блюдо называется токпоки. Я его ем впервые. Оно меня действительно удивило своим вкусом. Ну что ж, дабы ускорить немного процесс, мы приступаем к ложке. Я не знаю, конечно, как в меня все это вмещается и поместится ли все. Блюдо, оно того стоит. Кстати, по поводу стоимости этого блюда я не знаю. Пока что не знаю. Потому что если я его не доем до конца, то однозначно я его узнаю. Можете потом мне писать, задавать вопросы, я вам всем скажу, сколько оно стоит. Ну что ж, ребят, как вы думаете, какой процент? Вот, гляньте, пожалуйста, блюдо было полное до краев. Сдаваться мы пока не собираемся, но что-то уже становится не так уж и легко. Поэтому я не зря сказал, это блюдо на компанию. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Когда находишься в тишине, когда не... Так. О, Керемет присоединились. Всем привет. Всем привет. Для всех тех, я придумал сейчас лайфхак. Для всех тех, кто в будущем будет участвовать в этой передаче, все те, кому позвонит Максат Танаев и пригласит на нее, советую запастись таким хорошим таким пакетом, который будет облегать ваше тело, и вы будете технично закидывать за футболку, потому что съесть очень сложно.
Ух. Все, кто хочет поучаствовать в этой передаче и вообще хочет посмотреть, как не только я, но и мои коллеги, мои знакомые, друзья, не только мои вообще знаменитые популярные люди нашей страны, как они вкусно кушают, то обязательно заходите в профиль Максата Атынаева. Там есть, кстати, тоже замечательная передача «Три девятки шоу». И там наши звезды борются между собой, поедая, пожирая, еще что-то делают. Пару передач посмотрел, очень интересно. Новый контент, новое видение. Как у нас говорят, джангдем. Чувствую, что скоро буду сдаваться, Макс. Кстати, это маринованная редька. Кто-нибудь пробовал? Видите, как красиво нарезали. Слушайте, ребят, мы уже сколько с вами в эфире находимся, я только что попробовал маринованную редьку. Знаете что, это вообще, это что-то неожиданное. Не думал, что редька может быть такой вкусной. Я не знаю, какой должен у человека быть аппетит, чтобы вот это все съесть, ребят. Ем на протяжении уже, не знаю, ну, как минимум получаса. И что-то тарелка не иссякает, то ли оттуда еще добавляют, что ли, больше. Где-то здесь есть, походу, пока я здесь жую, кто-то накидывает технично. Наверное, наш оператор. Всем тем, кто только что присоединился, еще раз совет. Обязательно не забывайте перед едой за 10-15 минут, ну это я так думаю, за 10-15 минут вообще просто перед едой стакан воды выпить. Очень полезно. Ваш кишечник работает. Максат Атынаев, он интереснее рассказывает об этом. Красиво, как-то так изысканно, аппетитно. У меня не получается. Особенно он терпеть не может, когда про него много говорят. Поэтому эти моменты вырежут в эфире. Нет, не вырежут? Тогда все, оставляйте эти моменты в эфире. Так. Дабы пробудить свой аппетит, можно поиграть на палочках. Кстати, Soul Peanuts у нас еще с нами. Так, мы можем прерваться? Вообще никак, да? Ух, мне не оставляют шансов никаких. Вот такие суровые условия конкурса. Я могу хотя бы спрятаться от вас, инстаграмщиков, нет? К нам присоединился диджей Улик. Ули, ток-поки. Классные блюда. Очень вкусные. Готовят в ресторане Gangnam. Так вот, в общем, я должен был съесть вот это блюдо полностью. Становится сложно. За меня болеет команда «Три девятки шоу». Я должен буду съесть это все блюдо. Хо-хо-хо! Когда я его полностью съем, отсюда выйдет не Толот Русуналиев, а Бакыт Байсариев. Человек веселый, счастливый и наевшийся. Можно так говорить в эфире? Нельзя? Можно, да? Да. Это я к вам, друзья, обращаюсь. Ко всем, кто в эфире сейчас. Встречает меня порядка 5-6 человек и задают вопрос, где можно вкусно поесть. Я им отвечаю, на передаче Мукбанг. Так что, ребята,
кто только что присоединился, подключайтесь, подписывайтесь на канал Три Девятки Шоу. Там очень много интересного контента, где также есть я буду. Ну, это вот после этой передачи. Возможно, я не так аппетитно кушаю, но скажу вам так, по секрету, блюдо изысканное, вкусное, замечательное. Да. Острое и сладкое одновременно. Ой, ребята, ой. С каждым кусочком становится все сложнее. Я надеюсь, хочется одну фразу сказать интересную, но боюсь, что эту фразу не вырежут. По крайней мере, в Инстаграм хотя бы услышат. Эта передача отныне будет называться не мукбанг. Она будет называться «Запихни невпихуемые». Потому что именно такой процесс сейчас происходит. Не, проигрывать я не хочу проигрывать, но, блин, вот это блюдо съесть. Кстати, если бы по условиям передачи можно было бы, вот как в передаче «Кто хочет стать миллионером», подключить еще помощь зала, то я бы всех вас, кто сейчас здесь находится, Файзула, приезжай, Золотой дракон, Гагнам. Отменное блюдо, очень вкусное, но очень сытное, я вам так скажу, ребят. Вы посмотрите на эту тарелку. Мне кажется, я бы неделю ее ел. Кстати, видели такие вот эффект классный, если вот быстро его так передергивать на черном фоне? В смысле? Завершен битва? Ну что ж, мы с вами остались наедине, как и были наедине. Вы по ту сторону, я нахожусь здесь. Это передача Монк Бланк. Я должен съесть вот это блюдо, очень вкусное, называется токпоки. Я уже на протяжении порядка, ну не знаю, минут 40, наверное, ем это блюдо. Блюдо очень вкусное, отменное, но, как я и говорил, сытное. Здесь у нас что? Кстати, ребят, маринованная редька — это вообще нечто. А раньше я жил и не знал, да? Что это такое, да? Ох. Так, ну что ж, очень сложно бороться с вами, ребята. Вы, конечно, молодцы, приготовили вкусные блюда, но это все съесть становится просто уже непостижимой задачей. Но в меня верят люди, в меня верят все те, кто сейчас находится в прямом эфире. Как в одном анекдоте. Мужчина решил, все-таки был один мужик, захотел что-то изменить в своей жизни, думает, надоела эта работа, надоело вот это все, дела не идут, что делать? Да ну его все, взял все, продал, машину продал, дом продал, короче, мебель, все, что продал, думает, пойду поставлю на скачки. Пошел, собрал все деньги, пошел выбирать лошадь, смотрит, там жеребцы такие мощные, и тут одна кляча стоит уже. Такая дохлая кляча стоит. Это говорит, мужик, возьми меня, говорит, я приду первый, я тебе отвечаю, говорит, возьми меня, говорит. Он говорит, да ты чё, ты же, говорит, кляча еле стоишь, дохлая. Он говорит, нет, ты чё, мужик, я вообще птюшу.
я, говорит, я мощный, говорит, возьми меня. Но мужик думает, блин, может это знак судьбы. Была, не была, поставлю я все на эту клячу. Ну и поставил, в общем, на эту клячу. Был дан старт. Все лошади, все кони, жеребцы рванули вперед. А эта кляча и плюхнулась на землю. Мужик аж с трибуны побежал через весь зал. Подбежал к лошади, ее давай теребить. Просыпайся, говорит, ты че, говорит, ты че, что, давай, беги, говорит. А она, знаете, что ответила? Она ответила то, что хочу сказать я. Ну не шмогла я, не шмогла. Ребят, замечательная передача. Ну, раз уже вижу, что я не могу осилить это блюдо, мы с вами можем просто провести это время замечательно под прекрасную музыку. Ну, такой, да? Фона нету. Поставьте срочно фон. Обычно, когда человек наедается, у него что? У него вырабатывается гормон счастья. И вот я, будучи счастливым человеком нынче, хочу сказать, что вне зависимости от того, съел я это блюдо или не съел до конца, спасибо всем тем, кто верил в меня, но блюдо стоит того, чтобы каждый из вас пришел и попробовал его. Токпоки. Ассоциация с другим словом. Ну что ж, я думаю, наступил момент, когда надо поднять белый флажок. Вот такое, как в мультфильме Том и Джерри. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам, кто посмотрел эту замечательную передачу. Мне было очень интересно участвовать в ней. Попробовал новые блюда, открыл для себя новые вкусы. И понимаю, что действительно сочетание вкусов, оно дает такое что-то, дает свежесть. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал 3 девятки шоу, подписывайтесь на весь контент, который есть у этой команды. Ну, я думаю, все самое интересное впереди. Ну и спасибо замечательному ресторану Gangnam за такое прекрасное блюдо. Пока-пока, до встречи.